Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ащиров и Вероника Пантосова. Всем хорошего настроения, бодрого утра. Сделаем с вами, как всегда, зарядку. Поделимся самыми секретными материалами, прогнозом погоды. Расскажем последние новости. Ну и, конечно, напоминаем, что у нас работает телеграм-канал, где мы с удовольствием делимся последними новостями, делимся прекрасными сюжетами, поднимаем вам настроение в течение 24 часов в сутки. Так что, если пропустили утром, но очень хочется утро начать в середине дня, милости просим. Ну а сейчас, по традиции, давайте узнаем, какая же погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня от 0 до 4 градусов тепла, в заречной группе от 0 до плюс 6, в южных минус 3, плюс 3, в Вилюйской группе 9 градусов мороза и 5 градусов тепла днем, в Нижнеленских минус 7, плюс 3, в западных минус 9, плюс 4, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 6 до 3 градусов тепла, в Янских минус 3, плюс 3, на северо-западе от 12 градусов мороза до 8 градусов мороза, к сожалению, пока еще. В Якутске температура в 6 часов утра составила 1 градус тепла, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый, западный до 3 метров в секунду. Сегодня днем малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура в столице днем 6 градусов тепла. Ну все, мы дождались весны. Ну, а как только вы узнали, что надеть, да, при выходе на работу, конечно же, самое главное узнать, какие новости актуальные произошли к этому часу. Давайте посмотрим. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Социальный фонд России в связи с майскими праздниками до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. До 30 апреля родители получат следующие выплаты. Единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Уточняется, что досрочно средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если же пособие доставляет почта, выплата произойдет в мае и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России. Численность занятых в стране к 2030 году должна быть на 3,4% выше, чем в 2023 году. Это главный показатель нацпроекта «Кадры». Об этом заявили на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России. Так, в федеральном проекте управления рынком труда предусмотрено сокращение среднего времени трудоустройства тех, кто обращается в центры занятости. В центрах занятости, которые прошли модернизацию, уже трансформировались в кадровые центры работы России, ожидается сокращение этого показателя как минимум на четверть. По всей стране проходит ежегодная акция «Красная гвоздика». Она направлена на помощь ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и участникам боевых действий. В этом году в ней принимает участие 83 региона России. Любой желающий сможет приобрести символы акции «Красную гвоздику», тем самым жертвуя деньги в благотворительный фонд «Память поколений». Собранные средства направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам. В Якутске к акции присоединились учителя и ученики школы номер 1. Вся эта акция приурочена к нашим юбилейным мероприятиям, мероприятиям празднования 80-летия Великой Победы. И символ красной гвоздики, который мы распространяем в виде значков, да, мы носим его в течение до 9 мая и носим его 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, символизируя таким образом, что мы помним, уважаем, чтим. И мы рады, что данный фонд пошел нам навстречу, и мы вместе с ними проводим сегодня эту акцию. На Красной площади в Москве 9 мая пройдет парад Победы в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии примут участие пешие расчеты, военная техника и авиация. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. Мавзолей Ленина на Красной площади закрывается до 19 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 25 апреля в Якутии начинается весенняя охота на уток с использованием живых подсадных птиц. Перед сезоном весенней охоты на водоплавающую дичь Минэкологии региона рекомендует заблаговременно получить разрешение на добычу пернатой дичи. Необходимо подать электронное заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Доброе утро, дорогие друзья! Только что мы обсудили главные события. Мир не стоит на месте, и чтобы успевать за ним, нужно не только актуальные знания, но и энергия. А где ее брать, если не в спорте? Но между тем ученые вновь напоминают, даже 15 минут зарядки в день снижает стресс, повышает концентрацию и дарят заряд бодрости. Поэтому, я думаю, это актуально как никогда, особенно с утра, поэтому мы предлагаем вам сделать утреннюю гимнастику. Всем доброе, бодрое утро! С вами я, тренер Никулина Марина и Света Дерюгова. Сегодня мы с вами сделаем разминку с акцентом на ноги и ягодичные мышцы. Будем работать в паре, а вы можете взять своего родного человека, мужа, жену, детей. И так это будет весело, такой маленький тимбилдинг, так скажем. Первое упражнение – приседание. Ставим ножки шире плеч, носочки разворачиваем на 45 градусов, руки перед собой, спинку держим ровно, таз отводим назад, садимся, вдох, раз, выдох, встали, сели, вдох через нос и выдох через рот. И таких делаем 10 приседаний, хорошо? Кто может, эти 10 приседаний может делать 3 подхода. Хорошо, дышим, вдох, встали, выдох, не путаем дыхание, вдох, выдох, садимся, коленки движутся строго по направлению к носочкам, вдох, выдох. При регулярном выполнении упражнения у вас улучшается осанка и работа всех суставов опорно-двигательного аппарата. Молодцы, закончили. И последний выдох. Следующее. Ноги остаются или можно поставить чуть пошире. Садимся до параллели пола, ноги вместе и делаем полупамп. Сели ниже, встали. И таких маленьких приседаний. Считаем 10. Раз, два, 3, 4. Не падайте. Держим равновесие. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, встали. И таких делаем 3 круга. Следующее упражнение, третье. Руки перед собой, называются выпады с шагом назад. Здесь важно ногу ставить чуть пошире, отводя ее назад. Начинаем с правой ноги. Делаем шаг назад, садимся, вдох, встали, выдох. Раз. На каждую ногу 10 повторений. 2. Выдох. Вдох. 3. Хорошо. Если вы садитесь и корпус держите строго вертикально, у вас будут работать мышцы бедра, квадры. Если вы садитесь и делаете чуть ниже наклон к ноге, у вас подключаются ягодичные мышцы. Прекрасной половины касается. Выдох. Хорошо. Последний. И выдох. Ножку поменяли. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Отлично. Дышим. Равновесие держим. Молодцы. Темп держим. Не меняем. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Становимся на четвереньки. Ваша задача – отведение ноги назад. Левой. Ногу держим прямо, голеностоп расслабленный. Очень важно. Поясницу зафиксировали и в упражнении вот так поясницей не клюем. Держим спинку ровно, упираемся. Напрягли ягодичную мышцу и наверх. На выдох давим. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ножку поменяли. Подняли правую. Голеностоп расслабленный. Мышцы ягодичные напрягли. И маленькой амплитудой дожимаем. Тоже 10 повторений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. И таких тоже, кто может, делает 3 круга. Следующее упражнение – приседание в паре. Беремся за ручки и садимся по очереди. И вдох, выдох, поддерживаем. Вдох, выдох. Корпус держим ровно. Колени движутся строго по направлению к носочкам. Выдох. И когда встаете, колени полностью не выпрямляете, бережете коленный сустав. Делайте очень плавно. Вдох, выдох. Хорошо. И таких делаете 10 повторений, 3 круга. Вдох, выдох. Молодцы. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. И с вами была Света и Марина. Прекрасного дня! Спасибо за такую бодрую зарядку. После утренней разминки можно приступить к завтраку. И мы желаем вам приятного аппетита. Пока вы готовите себе кофе, мы расскажем вам несколько полезных советов, которые, возможно, пригодятся вам в повседневной жизни. Современный ритм жизни диктует свои правила. Мы постоянно куда-то спешим, пытаемся успеть сделать миллион дел и при этом остаться в ресурсе. Но что, если существуют простые и эффективные способы облегчить наше утро, сэкономить время и силы? Возможно, какая-то из этих маленьких хитростей именно то, что вы искали.
Первое. Разогреть 2 тарелки в микроволновой печи одновременно. В этом нам поможет обыкновенный стакан. На него нужно поставить одну из тарелок, при этом вторая тарелка отправляется в микроволновую печь привычным способом. За счет того, что первое блюдо оказывается на 2-м этаже, появляется возможность разогреть сразу 2 порции. Теперь нет необходимости греть ваши завтраки по очереди. Второе. Остудить чай или кофе. Эта история обычно случается с нашими детьми. Чтобы напиток быстрее остыл, положите в чашку несколько ложек и вилок. Теплообмен в направлении от более нагретого тела к менее нагретому будет происходить, пока они не достигнут одинаковой температуры. Так что вы получите нагревшиеся ложки и вилки и остывший чай. Третье. Взять утренний кофе с собой. Если вы вдруг не успели допить ваш напиток, то вы смело можете взять его с собой. А петелька на рюкзаке может служить удобной подставкой для стаканов с кофе в движении. Самое главное – быть уверенным, что рюкзак стоит достаточно устойчиво, иначе в один прекрасный момент все может пойти не так. Четвертое. Почистить одежду. Часто бывает, что в торопях по утрам мы не всегда можем найти тот или иной предмет. Например, ролик для чистки вещей. Быстро почистить одежду от шерсти и мелкого мусора можно скотчем. Намотайте липкую ленту на ладонь клеем наружу, и орудие готово. Пятое. Порядок в шкафу. Если в вашем шкафу уже нет места для хранения очередной новой рубашки, то вам точно нужно будет сохранить несколько ключей-колец от жестяных банок. В каждом ушке есть 2 отверстия. Одно из них нужно продеть на одну вешалку, за второе зацепить вторую вешалку с одеждой. Это позволит вам быстро и надолго организовать порядок в шкафу. Шестое. Починить застежку-молнию. И такой форс-мажор может случиться утром, а устранение этой неприятности может забрать много времени. Справиться с застрявшей молнией поможет обыкновенный крем. Нанесите небольшое количество крема на зубцы, и бегунок проскользет по ним без труда. Седьмое. Блестящие зеркала. Поели, собрались, оделись, ну и как же не взглянуть на себя в зеркало перед выходом из дома? Но и тут могут возникнуть трудности, например, разводы на зеркале. Стоит расстраиваться, и на этот случай есть лайфхак. Возьмите половину сырой картофелины, пройдитесь ею по поверхности зеркала, промойте холодной водой и вытрите насухо. Это самый простой и доступный способ очистить загрязнения и вернуть блеск всем зеркалам в доме. Возможно, вы подумаете, что в жизни современного человека и так все максимально просто. Но ведь у удобства нет предела. Именно поэтому изобретательные умы каждый день бьются, чтобы сделать проще то или иное повседневное действие. Берегите свое время и просыпайтесь с улыбкой на лице. Вот, Вероника, как думаешь, газированная вода, она полезна или вредна? Знаешь, наверное, если она без сахара, то, в принципе, можно в небольших количествах ее употреблять. Но вообще газировка, мне кажется, не то чтобы она вредна, просто все нужно в меру. Угу. Ну, согласен, действительно, о вреде сахара, например, говорят много, но сегодня у нас разговор о газировках, ведь ровно 192 года назад, в этот день, 24 апреля, британский химик Джозеф Присли запатентовал газированную воду. Ну а какие еще интересные события связаны с сегодняшней датой, нам расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 24 апреля. Сегодня Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных. По народному календарю Антип Водогон. В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Также Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Этот день в истории. В 1682 году в Пустозерске сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества. В 1833 году запатентована газированная вода. В 1916 году в этот день в Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как Красная Пасха. А в 1964 году, 24 апреля, в Копенгагене обезглавлена русалочка. В этот день родились Вера Романова, русская княжна императорской крови. Юрий Левада, советский российский социолог и политолог. Барбара Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер и продюсер. Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного дома. И Ирина Чащина, российская гимнастка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.
А 29 апреля зрителей Театра народов Севера ждет уникальный пластический драматический эксперимент – спектакль «По ту сторону». История 3 молодых людей, заброшенных в суровые условия Севера, становится метафорой испытаний, страхов и надежд, которые преодолевает каждый из нас. Сегодня у нас в гостях Василий Романович Слепцов, директор Театра народов Севера, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как возникла идея спектакля «По ту сторону» и почему выбрали именно северную тему и историю выживания? Ну, как вы сказали уже, у нас театр коренных малочисленных народов Севера, то есть наш театр представляет именно культуру и быт 5 коренных малочисленных народов Севера. Это у нас эвены, юкагиры, чукчи, долганы и эвены. Вот, ну, мы уже ставим уже не первый спектакль, мы ставили и по эвенам спектакль, и по юкагирам, по долганам, даже чукотский материал вот был. И сейчас вот долго выбирали работу, и это почему экспериментальный проект, потому что поставили наши артисты сами, вот, и они основывались, они прочитали пьесу Николая Николаевича Курилова, нашего народного писателя Якутии, прочитали его пьесу «Пурга», и основываясь уже на его пьесе, они сами переписали, написали и поставили вот такой экспериментальный проект. Почему экспериментальный? Потому что ну, мы театр как пластический созданный, да, но чтобы показать ну, максимально культуру, быт, и чтобы мы сохранили максимальный язык коренных народов, мы именно пластический, драматический получился, и пластика присутствует, и язык присутствует. Примерно так. Ну а как сочетаются эти два направления? Что здесь первично, все-таки тело или слова? Ну, вообще изначально, конечно, важен жест, то есть язык тела, язык пластики. Вот. И потихонечку начали ну, подводить, ставить хореографию, но чтобы более максимально донести до зрителя, одной пластикой сложнее. Вот. И, ну, конечно, это упрощает, но, опять же, язык, это же все-таки драму надо передать языком. Вот. И поэтому решили, что именно будет пластика и драма, то есть посредством языка более, ну, довести до зрителя материал. Ну вот что касается языка, как выбирали и на каком языке будете? Спектакль будет идти на русском языке. Как это ни странно, да? Мы показываем его в Русском государственном академическом русском драматическом театре, и спектакль будет идти на русском языке. Вообще у нас есть спектакли на разных языках коренных малочисленных народов Севера. И, конечно же, в большинстве случаев это якутский язык и русский язык. У нас возникают такие вопросы, ну, звонят зрители к нам и спрашивают спектакль, на каком языке будет. Допустим, если мы играем на юкагирском, то есть мы сами сужаем себе круг зрителей в плане того, что ну, люди не понимают. Ну, вот и поэтому мы выбрали русский язык, чтобы да, всем было понятно, чтобы до всех донести. Вот. Актеры очень молодые. Как шла работа, какие были сложности, насколько вообще просто сочетать хореографию и драму? Ну, актеры молодые, но они у нас все с образованием хореографическим, то есть в большинстве случаев это выпускники Якутского колледжа культуры и искусства, Арктического государственного института культуры и искусств, поэтому в плане хореографии они уже готовые приходят. Вот. Единственное, что идет именно по драматургии работа, то есть над дикцией работа, на сцене движением, как правильно передвигаться, чтобы тело не просто так двигалось, чтобы все было оправдано. Вот, а так артисты в хореографии прям ну, хорошо подготовленные. Это заслуга наших преподавателей, конечно же. Отдельная благодарность нашим преподавателям. Вот. И, ну, конечно же, большой акцент делался именно вот по тексту. Как правильно, ну, интонации, как правильно вот передать. Ну, в целом спектакль рассчитан на зрителей от 6 лет, да? Не боитесь ли, что детям будет сложновато воспринимать такую достаточно метафорическую историю? Ну, язык хореографии, он понятен всем пластикой, да? То есть
тем же танцем мы можем показать там, те или иные события. То есть, допустим, сейчас вот у нас будет большое событие, это 80-летие Победы. 80 лет до вот, Великой Отечественной войны, победы в Великой Отечественной войне. То есть, если мы поставим танец на эту тему, то он всем понятен. Вот, и также у нас, то есть, пластика, она понятна, то есть, если это страдание, там, ну, если у нас тело сжимается, то это уже какой-то дискомфорт, значит, он передает и так далее. Вот, я думаю, детям будет интересно в плане музыки, в плане необычной хореографии. И, конечно же, художник у нас по костюмам, это Дора Айко-Тихонова. Шикарные костюмы, очень интересно будет. То есть мы привыкли так, что если север, то у нас обязательно, ну, традиционные кухлянки. Конечно, у нас есть такие спектакли, все это есть. Но мы сейчас пошли другим путем, более так осовременили традиционную одежду, чтобы воспринималось современным, ну, детям. Вот. Поэтому думаем, что дети поймут. Пластика и плюс артисты это, ну, рассказывают об этом, то есть должно быть понятно. Да. Вот. Расскажите немножко о жизни театра. У вас молодой состав актеров. Да, это вот, очень интересное направление. Вот буквально в декабре 2024 года нашему театру исполнилось 10 лет. За 10 лет поставлено более 18 спектаклей. Планов много. Вот буквально вот в первом квартале этого года объявили результат. Вот в следующем году к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации создали такой золотой фонд. Отобрали со всей России, со всех субъектов спектакли. И из нашего субъекта вот попали 4 спектакля, в том числе спектакль нашего театра «Золотые слезы синей птицы» режиссера Сергея Потапова по пьесе Владимира Николаевича Курилова. И вот мы вошли в золотой фонд. Для нас это вот, ну, прям Достижение. Но это для всех достижений. Огромное достижение. Мне да, кажется, это вообще здорово. Да, и пользуясь случаем, вот мы коллег поздравляем наших. Сахакадемический театр со спектаклем «Желанный голубой берег мой» режиссера Андрея Исаевича Борисова. Театр Олонхо со спектаклем «Девушки-удаганки» режиссера Степаниды Ильичны Борисовой. Нюргун Ботур, опера, театр оперы и балета режиссера Андрея Исаевича Борисова. Вот. А так, конечно, у нас планы большие, то есть в этом году, вот, как я сказал, у нас большое событие, большой праздник, и мы к этой дате готовим театрализованный концерт большой. Ну, у нас в театре будут проходить вот 2 концерта больших. Также мы планируем в мае месяце показать спектакль «Золотые слезы синей птицы» на сцене Сахакадемического театра. В июне месяце 5-6 мы празднуем День эколога. Боюсь ошибиться, надеюсь, да, это так, День эколога. И к этому событию мы показываем пластический спектакль «Семя жизни», вот именно о проблеме экологии, о загрязнении. Очень интересный пластический спектакль будет показан в Центре современного искусства имени Гагарина. Где можно ознакомиться с афишей подробнее? Мы информацию, да, размещаем у нас на официальном сайте. Также социальные сети — это у нас Telegram, Одноклассники, ВКонтакте. То есть, то есть вы достаточно активно ведете. Да, ну стараемся, конечно, но все равно приходят зрители, которые, конечно, говорят: оказывается, есть такой театр. Сложно в этом направлении, но мы, конечно, максимально стараемся освещать и в средствах массовой информации, в том числе и вот на канале Нутха-Саха, да, вот «Утро Якутии». Много постараемся освещать, но главное, где можно знакомиться, это на сайте. Вот. Спасибо за подробную информацию. Я думаю, что теперь больше будут интересоваться, потому что интересный такой у вас набор спектаклей, тем более, что доступный деткам 6 лет, что тоже немаловажно. Ну и поздравляем с 10-летием и с таким уже значимым событием, что вас включили. Это достижение наравне с оперой, с работами уже таких серьезных наших театров. Спасибо. Спасибо большое.
Но современное искусство не стоит на месте. Об этом свидетельствует выставка Союза художников России «Новый взгляд 2.0». В ней отображены не только творческие взгляды на современное искусство, но и острые социальные вопросы. Папье-маше из использованной чековой бумаги, кольчуга из переработанных алюминиевых банок. На выставке Союза художников России «Новый взгляд 2.0» тесно переплелись вопросы экологии, цифровых технологий и этнической культуры. О современных трендах в искусстве рассказали молодые художники Якутии. Мой медиум – это переработка кассовых чеков в основном. Я из них делаю вот листы бумаги, еще арт-объекты разные вот. И еще вот в 2024 году проработала со скульптором Николаем Часовым. Мы создали вот куях по-русски «Кольчуга». Это посвященная работа к якутскому языку. Сейчас вот художники пытаются, я сама тоже пытаюсь как бы быть экологичным, да. И начала это вот 2019 года, перерабатывать чеки, потом вот перехожу постепенно к каких-то на твердых материалах. Это не тренд, наверное, это как бы потребность, наверное, да? То, что как бы человек должен быть нужным к миру, к экологии и так далее. В экспозицию выставки также вошли давно полюбившиеся якутянам работы художника-графика Василия Камшилина. В далеком 2013 году Василий окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, а уже в 2014 году приехал в Якутск вслед за будущей супругой. Работал там в разных местах, в типографии работал, потом свою студию открыл. Ну и, можно сказать, когда студию открыл, оттуда уже и появилась эта идея нарисовать строганину на газете от увиденных, да, впечатлений, потому что понравилась якутская кухня, вот сама же строганина, жеребятина, потроха, саламат. Серия картин «Строганина на газете» включает в себя 6 работ с изображением национального блюда строганины и недавно пополнившими серию жареными карасями. Так как выставка предполагает отчет о проделанной за последние 2 года работе, в нее не вошла любимая многими серия работ с изображением якутских КПД. Как-то утром стоял, кофе пил, смотрю в окно, интересно, там снег падает. Думаю, надо попробовать нарисовать, а там как получится. Вот. Ну и первый лист, получается, был изображен КПДшки, потом публика так приняла очень, понравилось, и решил потом дальше как бы продолжать делать. Ну это, можно так сказать, эксперименты были, творческие эксперименты, как лично, как для меня будет интересно, да, это сделать, и как это будет воспринимать зритель. Такие знакомые и такие родные для якутян места, будто снова возвращают нас на несколько лет назад, навевая теплые воспоминания. Надежда Кузнецова, Виктор Дичковский, Якутск. Современное искусство, согласись, очень уникально. Можно найти всегда что-то свое. Абсолютно согласен. Ну а ко дню цирка, который в этом году пришелся на 19 апреля, в фойе здания появилась новая витрина. Теперь посетители самого северного цирка могут лицезреть коллекцию первых артистов, созданных по технике папье-маше. С автором уникальных работ Надеждой Решетниковой встретилась Катерина Винокурова. Вот так красиво и задорно встречают гостей самые первые артисты якутского цирка, а точнее их фигурки из папье-маше. Со всеми из воспроизведенных артистов Надежда Даниловна в свое время тесно работала в команде. Пластику и характер каждого из них профессиональная артистка знает и помнит хорошо. Потому создавать работы было не так сложно. Почти мне вот эта коллекция одним дыханием получилось, я думаю, потому что я своих ребят очень хорошо знаю, их фигуры, их характер, и они мне очень быстро получились. Вот у меня силачи, они вроде как и они большие фигурки, да, но я их долго делала. Угу. Есть какие-то нюансы. Вот я сделала Сергея Расторгуева. Ну, он вроде доволен, он очень похож, сказал. Он даже сначала подумал, что это фотография. Увлечение папье-маше у нашей героини появилось только в этом году. Коллекции могло бы и не быть, если не отсутствие осадков этой зимой. Каждый Новый год я в своем частном
дворе всегда люблю всяких снежных фигурок сказочных. Вот в этом году, Новом году, снега не было. Вот. И я думаю, что же быть делать? Это я начала только в этом году. На создание коллекции Надежда Даниловна вдохновилась номером на горизонтальном шесте акробатки Валентины Якимец. Она и стала первой фигурой. И я всегда смотрела этот номер и думала, как бы мне сделать такую фигурку. И, значит, увидела, как делают папье-маше, и просто ускоренным темпом сделала эту одну фигурку. Вот она стоит, Валентина Якимец, и я подумала, она очень у меня хорошо получилась. Ну и дальше потом мне ребята мои цирковые сказали, Надя, что бы тебе бы не сделать всех нас, старых цирковых. Не забыла автор коллекции и про себя. А одна из последних работ в качестве подарка преподнесена артисту, акробату-жонглеру Пантелеймону Габышеву. И я думаю, что у меня коллекция моих ребят получилась. Приходите в цирк, посмотрите. Я думаю, эта коллекция будет стоять долго. Ага. Ну и, конечно, представление приходите смотреть. В планах у Надежды Даниловны создать что-то новое, но это будет уже другая история. А коллекция из плеяды артистов якутского цирка теперь будет радовать глаз не только выступающих, но и всех гостей и жителей Якутии. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Представьте, воздух наполнен нежным ароматом, а вокруг море розовых лепестков, кружащихся в весеннем танце. И это не Токио, а Москва и Петербург. С середины апреля до конца мая в столичных парках можно увидеть настоящее ханами – японскую традицию любования цветущей сакурой. И пусть кто-то говорит, что это не та сакура, на самом деле японские сорта вишни и сливы уже давно прижились в России. Хотите поймать денежный лепесток? Тогда вам в аптекарский городок Калеемгу или Бирюлевский дендропарк. А в Питере волшебство ждет в саду дружбы. Там сакура цветет так пышно, что кажется, будто попала в Киото. Сакура – символ быстротечности, красоты. Ее цветы живут всего несколько дней. Так что не откладывайте весеннее чудо на потом, берите друзей, термос с чаем и отправляйтесь на свидание с розовой весной. Также говорят, что если загадать желание под цветущей сакурой, оно обязательно сбудется. Красота? Ну, конечно, ехать на выходные в Москву или Санкт-Петербург сложно. Другое дело определиться с планами в своем городе. Да, и какие кинопремьеры ждут нас на этой неделе в кинотеатрах, мы узнаем из нашей постоянной рубрики «Афиша». Кинотеатр «Центральный» приглашает на всероссийскую премьеру американского хоррора «Оно. Новая глава», главные роли в котором сыграли звезда вампирской саги «Сумерки» Эшли Грин и Человек-лед из франшизы «Люди Икс» Шон Эшмор. Какие видения? Доктор Синтия – психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Самый болезненный. Заглянув в ее разум, Синтия понимает, что тварь, мучающая девушку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути. Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами. Форма номер 4. Придумай тоже форма. Похоронка, она и есть похоронка. Что это? Почтарь в исполнении Александра Петрова окажется под следствием в военной драме. Сюжет разворачивается в 1942 году в тылу, в небольшом советском городке.
Письма тут с детства разносит молодой чудаковатый почтальон. Внезапно из военного ведомства пропадает особо важное письмо, не дошедшее от почты до военкомата. Следователь, пытающийся разобраться, выясняет, что последним видел письмо как раз-таки почтарь. Для горожан слегка юродивый почтальон свой. Они ему симпатизируют. Но исчезновение письма ставит под сомнение его безупречную репутацию. Я ж, Настюшка, как письмо с фронта получила. Можно сказать, и летаю. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Как будто сил прибавилось. А теперь представьте себе героиню блокбастера. Она в защитной маске с искрами вокруг. Ее руки творят металлические шедевры под звуки огня. Голливуд? Нет, реальность. Потому что сегодня мы расскажем вам историю, которая затмит любой киносценарий. Вот она, условная афиша жизни нашей героини. Девушка-сварщик, которая не просто освоила мужскую профессию, а стала в ней виртуозом. Здравствуйте, я Садовникова Туяра, я сварщик. В эту профессию я пришла случайно. Я училась на инженера-технолога в физико-техническом институте. Думаю, это повлияло, потому что я один раз у себя на кафедре вытащила нож, кинжал, вернее, мне это понравилось. Я училась в художке, всегда в гараже с дядей сидела, мне нравилось. Я всегда помню, что он чинил мотоциклы, я ему помогала, а то все приносила. И я думаю, это стечение обстоятельств в конечном итоге. Сварщик – это довольно такая специфичная, трудная профессия, грязная, здесь некрасиво, ничего не блестит, там, никакой красивой одежды и так далее. Поэтому я к этому со временем пришла. В этой профессии я, получается, уже 1,5 года. Не то чтобы я самоучка, но меня научили парни здесь всему. Когда я в первый день пришла, мне сказали: Виталий, мой наставник, если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Он мне дал болгарку в руки и сказал: вот заказ, вот пилите. Вопросы есть? Я говорю: да. Как болгарку включать? И на этом начался мой путь. Я единственная девушка в коллективе, работаю с парнями. Вообще не ощущаю какой-то разницы, потому что я сама по себе, наверное, пацанка. Мне очень нравится с ними общаться. Они всегда за мной присматривают, чтобы я там тяжелое не поднимала, если что. Всегда помогут советом, и главное к ним обращаться, не стесняться вообще. Сложности в работе – это, скорее всего, поднятие тяжестей. Довольно это же трудно все поднимать. Вот даже я вот свариваю обелиск, эту тумбу. Мне трудно это поднимать. Парням это на раз-два и все. Учитывая мои физические ограничения там, в росте, если бы у меня было там плюс 20 сантиметров хотя бы, весь мир был у моих ног, а так только со стремянкой. Это тяжелая работа, важна устойчивость и выносливость. Я уже привыкшая, я походник, и поэтому могу терпеть лишения, там, грязь, холод, жару, я к этому привыкла. Так что для меня это не является минусом, и все это преодолимо. Вообще девушки слабые, это стереотип, абсолютно верно. Я думаю, что очень выносливые девушки, даже по сравнению с мужчинами, меньше ноют, меньше страдают и очень выносливые. Так что, девушки, вы не бойтесь, идите вперед из песни. А мы продолжаем удивляться. Вы идете по улицам Петербурга, погруженные в свои мысли, как вдруг мимо вас со свистом пролетает бульдог на скейтборде. Это Барон, местная знаменитость, которая уже 3,5 года дарит прохожим улыбки и восхищение. Хозяйка Вероника рассказывает, что пес влюбился в скейтборд с первой поездки. Никакой дрессировки, просто поставила доску, а Барон сам понял, что рожден для скорости. Теперь он ждет у сумки со скейтом, как ребенок, новогодних подарков. Дворцовая площадь, набережная Лахта-центра, парк 300-летия – вот его любимые места. А в соцсетях армия фанатов. Конечно, есть и хейтеры, но разве настоящая звезда без них обходится?
Барон не просто катается, он меняет настроение города. Один вид этого усатого экстремала, и хмурые лица расцветают улыбками. В социальных сетях у барона появились преданные поклонники. Пользователи оставляют восхищенные комментарии под публикациями с четвероногим скейтером и даже узнают и фотографируются с ним на улицах. Слушай, классная собака. Я вообще очень тоже люблю собак и восхищает, что он так легко управляется со скейтом. Ну и хорошая физическая форма, о нем, очевидно, очень хорошо заботится. Так еще, мне кажется, он ездит лучше, чем некоторые. Ну, кстати, да, надо сказать, что некоторые, да. Но у него есть преимущество, то есть он стоит на 4 лапах, а люди стоят на 2 ногах. То есть... Ну, я бы сказала, что это, знаешь, спорное преимущество. А так, конечно, увидеть такое, можно сказать, еще одна достопримечательность Питера. Да, вообще в Питере много достопримечательностей. Теперь оно приобрело еще такую четвероногую живую. Да, увидеть барона. Но вот иногда силы, бодрости нам прибавляет забота, или когда о нас заботятся, или же когда мы заботимся о ком-то, даже если речь о домашнем любимце. Порой мохнатые члены семьи требуют ухода не меньше, чем дети или внуки. Мы же в нашей рубрике «Мой питомец» всегда рады рассказать о тонкостях ухода и дрессировки. И сегодня расскажем, как быть и что делать в период линьки вашего питомца. Доброе утро! Меня зовут Васильева Татьяна, я грумер студии груминга «Дамба». Сегодня мы поговорим про линьку. Есть очень разрекламированная процедура экспресс-линька. На самом деле это чисто маркетинговый ход. Невозможно сделать экспресс-линьку животному, у которого не созрела шерсть, для того, чтобы полностью отлинять. Есть разные типы шерсти у собак, которые будут по-разному линять. Гладкошерстные собаки линяют практически беспрерывно. Так же, как у нас идет смена волос на бровях, на ресницах, что они беспрерывно растут и выпадают. Поэтому для того, чтобы у вас в доме не было шерсти, гладкошерстных и короткошерстных собак рекомендуется вычесывать, мыть, сушить. Желательно это турбофены раз в месяц. Тогда у вас не будет дома шерсти. Собаки с двойным типом шерсти, типа вот этого вот корги Феликса, у них линька более выраженная. 2 этапа: весной и осенью, более сезонно. Для линьки желательно используются для разных собак разные инструменты. Это существуют пуходерки с разным типом корда и зубьями, и гребни. Тоже в зависимости от длины шерсти, густоты, разные гребни. Для гладкошерстных собак, кстати, хорошо использовать, да, мой хороший, и для кошек с линькой хорошо использовать силиконовые расчески. Мыть желательно собак обязательно. Первый, если вы моете редко, первый шампунь суперочищающий, а дальше увлажняющий шампунь и увлажняющий кондиционер. В связи с нашими климатическими условиями, сухим климатом, плюс в зимнее время включенными батареями, отоплениями, воздух в квартирах очень сухой. Кожа и шерстный покров у животных пересыхает из-за этого экспресс-линька, поэтому их обязательно нужно увлажнять, питать, спреи для увлажнения, для расчесывания. Это все вам поможет избежать большого количества шерсти в квартире. Плюс, если у вас все-таки очень волосатые животные, типа немецкие овчарки, хаски, маламуты и тому подобное, те же сибаи, сейчас очень модные, корги, все-таки лучше пользоваться услугами грумеров, потому что в противном случае, если вы это помоете и начнете сушить в квартире, вы сами будете делать уборку в этой квартире, наверное, месяц, или придется воспользоваться клининговыми службами. Придерживайтесь простых правил ухода за своим домашним любимцем и увидимся в следующий раз. Мне кажется, очень полезный совет, потому что весенняя линька – это очень страшная вещь, особенно для тех, у кого дома еще есть люди, склонные к аллергии, потому что это пух, это шерсть, и, конечно, хочется, чтобы любимец был всегда красивый. Поэтому спасибо за советы. Я уверена, что все владельцы четвероногих ими воспользуются. Ну а теперь настало время узнать еще новости, да, которые произошли к этому часу. Мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
29 и 30 апреля в Якутске состоится распределение земельных участков для ведения садоводства участникам специальной военной операции. Мероприятие пройдет в здании Агентства земельных отношений городского округа город Якутск по адресу Октябрьская, 20/1, кабинет 303. Участки, расположенные в селах Кильдямцы и Табага, предоставят официально приглашенным гражданам, принимавшим участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для участия необходимо иметь при себе паспорт. Если вместо участника приходит представитель, требуется нотариально удостоверенная доверенность и паспорт представителя. Коммунальные службы столицы республики продолжают успешно справляться с последствиями рекордных осадков, откачивая талые воды в усиленном режиме. Так, и силами жилкомсервиса откачано рекордное количество талых вод – 3582 кубометра. В откачке участвовало 24 единицы техники. С начала сезона общая сумма откачанных талых вод составила почти 21 тысячу кубометров. Согласно данным синоптиков, в апреле месячная норма осадков уже превышена в 3 раза, что подтверждает необходимость активных действий коммунальных служб для предотвращения подтоплений. По программе «Земский работник культуры» с 15 апреля по 15 июля идет прием заявок от специалистов, готовых выехать на работу в сельскую местность. За переезд в населенные пункты регионов Дальнего Востока предоставляется поддержка в размере 2 миллионов рублей. В Якутии в этом году по квоте Минкультуры страны выплаты получат 11 земских работников культуры. Список получателей единовременной компенсационной выплаты утвердят до 15 августа. Мирнинский театр, детская школа искусств, шоу-группа «Диаданс» и дети из мастерской «Золотой ключик» объединились, чтобы отметить юбилейную дату Великой Победы. Актеры под аккомпанемент симфонического оркестра порадовали публику песнями, стихами и танцами. Один из главных участников, сводный оркестр ДШИ, стал изюминкой проекта. Организаторы шутя называют его «малый симфонический». Школьники выступили перед публикой впервые, руководил процессом опытный дирижер. Ну а в фойе концертного зала зрителей встречала выставка картин воспитанников школы искусств, 22 работы на военную тему. По традиции картины переедут в зону вылета Мирнинского аэропорта, а там их увидят все, кто покидает Мирный. В здоровом теле здоровый дух. Общероссийское движение «Здоровое Отечество» продолжает свою миссию по популяризации спорта и здорового образа жизни в Якутии. С апреля этого года движение организует зарядки для всех желающих – школьников, жителей города, сотрудников различных организаций. В рамках проекта «Марафон зарядок» в спортивном зале ДЮСШ номер 5 прошла зарядка для сотрудников организации «Якутгеология». Более 50 человек размялись под руководством известного якутского спортсмена Александра Ларионова, председателя волейбольного клуба «Олимп». В апреле месяце, значит, у нас прошли уже, 4 марафона, это разные амбассадоры были, которые, проводили, эти зарядки. И, соответственно, в мае месяце у нас направлены все, в принципе, тоже на патриотизм эти зарядки будут связаны они с нашим юбилейным годом, 80-летия Победы, в котором будут принимать участие старшее поколение. Конечно, с ними будем, будет индивидуальный подход. Республиканский фестиваль «Мир. Май. ГТО» пройдет с 23 по 25 мая на стадионе «Юность». Фестиваль объединит активных жителей, стремящихся к здоровому образу жизни. Участники 6-18 ступеней смогут проверить свою физическую подготовку, выполняя нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Программа испытаний включает как обязательные дисциплины, так и тесты по выбору, что позволит каждому участнику проявить свои способности и продемонстрировать дух соревнования. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Запуск стартапа – это всегда вызов. Миллионы идей, но лишь немногие превращаются в успешные бизнесы. Как найти ту самую востребованную нишу? С чего начать, если возникла бизнес-идея? Какие подводные камни ждут новичков? Сегодня на эту тему мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия, и Валерий Крупенков, заместитель директора IT-парка город Якутск. Доброе утро. Доброе утро. Давайте делиться секретами. Как правильно выбрать идею для стартапа, чтобы он был востребован и принес доход? И как проверить спрос на продукт? Я немного расскажу, как можно выбрать идею для стартапа. Идею надо подбирать так, чтобы это было не то, чтобы там ярко или как-то вы хотите там что-то такое крутое свое для себя что-то придумать. Надо придумывать так, чтобы было востребовано для людей
и чтобы оно было, получается, и продаваемо. Вот. А скажите, вот с какими самыми большими трудностями сталкиваются начинающие предприниматели и как их преодолеть? Начинающий предприниматель обычно сталкивается с финансовыми проблемами, но на самом деле это не очень большая проблема в стартапах. Стартап можно начать и с минимальными финансами. Также они думают, что очень большая конкуренция в стартапах, но стартап на самом деле он зависит от основателя, как он его сделает, что придумает. Вы же, наверное, знаете, что есть много там агрегаторов такси, они же все на друг друга не похожи, и у каждого есть свои фишки, фичи и так далее. Вот. И еще третья проблема — это страх. Страх неудачи. Но страх неудачи, все ошибаются, все стартаперы начинали, у них получался свой стартап где-то с 3-го раза, с 5-го раза, и каждая неудача, она с каждой неудачей стартапер приобретает навыки. Вот. Ну, а где взять финансирование? Чем может помочь фонд и как это сделать грамотно? Ну, фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия у нас работает около 30 лет. Фонд на сегодняшний день помогает двумя видами деятельности, да, мерами господдержки. Это у нас микрозаймы и поручительство. Если рассказать по микрозайм, у нас как раз есть продукт «Старт», когда предприниматель регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В течение 2 лет он считается начинающим предпринимателем. Начинающий предприниматель у нас может получить займ по продукту «Старт». Там максимальная сумма до 2 миллионов. Ставка варьируется от 5 до 7% годовых. Срок до 3 лет. В принципе, до 500 тысяч можно получить без залога. Свыше уже надо предоставлять и поручительство, и залоги в виде движимого или недвижимого имущества. Помимо этого, до стартапа можно стать самозанятым. Есть продукт самозанятый, там можно получить до 500 тысяч рублей, предоставив 1 или 2 поручителей. Тоже срок до 3 лет. В принципе, очень хорошие продукты, которые на сегодняшний день очень востребованы начинающим предпринимателям. Надо, получается, зарегистрироваться, да, предпринимателем, и можно подать заявку. Да, есть реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет этот реестр Федеральная налоговая служба. Как попадете в этот реестр, можете смело обращаться в Фонд развития предпринимательства. Отлично, такая, мне кажется, хорошая Да. возможность стартовать, если ты все расписал. С финансированием мы определились, да, а как начать стартап? Вот, может быть, у человека есть какая-то идея, но он не знает, как его стартануть. У человека, поэтапно, у человека появилась идея, он начинается с минимально жизнеспособного продукта, сделать его с минимальными финансами и попробовать на потребителях. Да, кому этот стартап интересен, он может попробовать, получить обратную связь. И также, если обратная связь хорошая, если продукт покупает, то можно уже запускаться, масштабироваться. Ну, в принципе, все как будто бы просто и логично. Но наверняка есть какие-то оценка бизнеса, да, стартапы при принятии решения о выдаче займов, то есть проверяют идею, как это происходит. Ну, вообще, из опыта, да, работы с предпринимателями, предприниматели, конечно, быстро загораются идеями создать и открыть свой бизнес, но, тем не менее, многие ошибаются в аналитиках, да, не знают своих конкурентов, когда они уже открыли, получили займ, начали свою работу, входят уже в кухню предпринимательства, да, и там уже понимают все, как сложно. Но, тем не менее, есть очень хорошие истории, да, предприниматели действительно реализовывают свои идеи благодаря инструментам Фонда развития предпринимательства. Раньше у нас очень много субсидий и поддержек было со стороны Министерства предпринимательства. Сейчас у нас работает по всей территории Республики Саха-Якутия центры «Мой бизнес». Да, вот. Они дают действительно очень хороший толчок нашим предпринимателям с районов. В каждом районе есть центр «Мой бизнес», который оказывает все услуги для предпринимателя, начиная от открытия расчетного счета, даже предоставляет
как раз сбор документов и подписание договоров с Фондом развития предпринимательства. То есть условия Да. все есть, нужно только воспользоваться. Да. А есть ли какие-то льготы? Льготы, он является на сегодняшний день приказом Министерства экономического развития Российской Федерации приоритетным направлением. Начинающие предприниматели, их вот как раз продлили срок регистрации. После регистрации до 2 лет они считаются начинающими предпринимателями. До этого они были, срок исчислялся 1 год. Вот. И приоритеты у них какие? Ставка льготная, то есть 5-6% годовых для них считается льготной. То есть средняя ставка на сегодняшний день 10-12 годовых у Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. А вот какие современные технологии или тренды сегодня открывают наибольшие возможности для стартапов? Это ни для кого не секрет, что сейчас уже тренды, получается, по направлению искусственного интеллекта. Все уже знают, по этому направлению у нас есть свои резиденты, ребята, которые делают, например, взять новые технологии. У них ООО «Новая технология», которая открыла компания Саина. Они изобрели модуль управления бронированием билетов и рейсов с помощью искусственного интеллекта. На искусственном интеллекте еще есть медицинские стартапы, такие как Сайберия у нас. Еще один тренд у нас есть, это игровая индустрия. Допустим, Crealit Games, компания, она вывела игру на Steam, и там можно уже зайти туда и в желаемое, нажать кнопку в желаемое и потом уже поиграть ее. Спасибо вам большое. Мы желаем успеха вашим стартапам. А нашим зрителям хорошего начала дня. Увидимся завтра. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.